Bugün 2026 yılın 19 mayı. Köne tarih sırları memleketlik programmasının alkağında kazılıp жатқан arkeologiyalıq kazı işlerinin жүрüşün azır sizler kadrdan görüp jatasızlar. Bu işte Kırgız Uluttuk İlimler Akademiyasının arkeolog adisi Valerий Kolchenko öz komandası menen işke aşırıp jatat. Albatta, jasalып жатқан işten ayrım irmemleri arkeologiyanın kançalık maşakatlı, tүйшüklü iş ekendiginden kabar beret desem жаңылышпайм. Бұл çakan süjetti sizlerge özgü memleketlik tarihi madani muzey koruğunun жоопкерчилигинде jasalып жатқан iş катары сунуштоону туура көрдүк. В ходе вскрытия очередного слоя, 23-го яруса, как мы их называем, было обнаружено достаточно много кирпичей, лежащих, слишком их много, чтобы просто убирать было. Некоторые из них лежат вроде бы как бы в системе, то есть как бы кладка стен по толщиной кладки в один кирпич, то есть когда два параллельно, перпендикулярно идут, как вот с той стороны. Некоторые из этих скоплений стоят в 2-3 ряда даже. Не все они, конечно, ровные, наклоненные. Часть кирпичей как бы стоит рядом, упавшая, нагнувшаяся. То есть вопросы интерпретации, что это такое? Возможно, конечно, что это остатки стен каких-то, которые были заброшены, во многом разобраны, и между ними копались ямы, потому что множество ям как раз-таки под этими стенами, между этими стенами. Но, возможно, просто скопление. Хотя, конечно, отдельные кладки невозможно считать просто случайным скоплением кирпичей. Возможно, просто прокладывали в последнее строительство, когда были, этап над ямами, то просто прокладывали нижний слой кирпичом, а верхний строили уже как принято в каркасно-саманной конструкции. То есть перекрытие бревен досок и самана, но этого мы уже не фиксируем. Потому что все наши наслоения, они дают именно рыхлый надувной слой там, где нет материка плотных кусочков. Конечно, на бортах мы видим и зольники линз от золы, которые что-то жгли, что-то выкидывали, и они зафиксировались на борту. Но в целом это так. Интересно, из скрытого вот эта вот конструкция, как бы она яма, которая перерезает как бы хорошую укладку. Здесь кирпичи лежат в 3 ряда, причем боковая сторона у них закопченная до черного. Но внутри круга, если вот присмотреться, то видно, что остатки чего-то похожего на очаг тандыр. Что это такое, пока не знаем, мы это не вскрывали. Когда вскроем, может быть, станет понятно. В северной части тоже есть интересные вещи, когда опять-таки вскрывали очередной слой по слойным по ярусам. Это был ярус 16, то было выявлено скопление камней. Сначала 1, 2, но когда их слишком много, то, конечно, это мы их все оставили, потом немножко расчистили. Они лежат, как-то вот, как видно на нашу картину. Конечно, несколько камней не удалось сохранить на месте, они ушли. Но, в принципе, мы видим достаточно плотное залегание камней шириной около 70 сантиметров, что в одном направлении, что в другом. Хочется видеть в этом стенку какого-то здания. Тем более, что одна из этих стенок, так называемых, упирается в нормальный очаг, но он немножко выше по уровню. Хотя, опять-таки, если мы это воспринимаем камни как фундаменты, именно на которых строят, то как раз очаг стоит поверх этих камней. Причем эти камни вставлены в подрез так называемого материкового слоя. То есть вот здесь вот четко видно и на борту, и внизу, что идет очень плотный, с одной стороны, слой желтоватый, в котором не было никаких находок. А с другой стороны, более рыхлый, и в нем какие-то находки, те же косточки, те же отдельные мелкие камушки, кирпичики, они присутствуют. То есть вот это культурное отложение, здесь природное, которое называется материковым. Это да. Именно поэтому у нас оставлены ступени, потому что нет смысла тратить время на раскопку материка, для того, чтобы просто выровнять раскоп. Поэтому они определенно сделали. Там дошли, кончился материк, начался материк, мы его сняли. Здесь то же самое. Поэтому интересно, да, безусловно. Ниже еще идет материк, поэтому будет еще вскрываться
идет культурный слой, поэтому будет скрываться еще, наверное, ну, как минимум на ярусный слой. Надеюсь успеть за эту неделю это сделать. Ну, за этот сезон весенний мы ушли вниз насколько более чем на метр здесь. Там чуть-чуть меньше, но там, опять-таки, когда копаешь и есть какие-то культурные отложения, раскопки идут медленнее. Когда копаешь и культурных отложений особых нет, то работы идут быстрее. Это как бы нормальная практика. Поэтому здесь метр с лишним, это метр 20. Сейчас раскопа на сколько метров? Ну, с верхнего уровня, если брать за 0, то метр, 2. Ну, уже вот в этом месте более 3 метров. 3-3,5. Как видите, вы когда пришли, расставлялись метки по длине, по высоте. Так что, если в следующий раз придете, метки будут, я вам скажу точнее. Или по самый последний момент оно можно вскрыть перед консервацией, чтобы потом сразу засыпать, выбрать весь материал, который в них есть. Но в нашем случае в каждой из ям находки минимальные. Тут нет таких больших. Поэтому добавить 3-5 фрагментов керамики небольших, но оно не стоит того, чтобы это все делать и портить красивую картинку в стенах. А вот это Но люди местные, они что этого не знают. Это я знаю, специалист. А у них, что-то такое рыхлое. Надо покопать, а вдруг там что-нибудь будет. Там золото найдем. Ну или горшок какой-нибудь. Ну, уверен, что они там ничего не нашли, поэтому они ее даже не докопали. Относительно много мелких кусочков кирпича. С двух сторон лежат. Немножко камней тоже битых. Относительно немного костей. Причем не очень хорошего качества. Из таких более-менее интересных находочек, ну вот какой-то шарик керамический. Может быть даже бусина. Еще не смотрели. Ну, возможно, вот эта вот дырочка может быть. А может не быть, может просто шарик. Такое тоже бывает. Надкрышник-то? А? Надкрышник-то? Нет, оно не видно. Ну, может быть, конечно, и крепилось, может, как бусина. И вот 2 фрагмента глазурованной керамики. Все находки с этой ямы. Это не караханитские ямы, где может быть очень много чего. Это ямы более поздние. Тимуридские, шейбанитские. Попробуем в межсезонье, летом, к следующему отчету все это определить более четко. Ооба, arxeolog berçü atçot oşonda öyle özgöndün toprağının ar bir kökümünde katılıp yatkan sırlardı aytçu mezgil Ali aldı da.